Muy buenas tardes. Добрый день. Объявляю открытым данное заседание для проведения диалога с Туркменистаном. Позвольте поприветствовать уважаемых членов Комитета по правам человека и членов делегации. Мне также хотелось бы поприветствовать представителей гражданского общества и всех тех, кто следит за этим совещанием в режиме онлайн. В рамках 137-й сессии мы проводим это совещание Комитета по правам человека, которое будет посвящено рассмотрению доклада Туркменистана. В соответствии с стандартами представления доклада мы подготовили перечень вопросов, и ответы к этому перечню были размещены на сайте. Вы можете ознакомиться с этими документами, зайдя на сайт. Хочу поприветствовать еще раз высокопоставленную делегацию Туркменистана, особенно главу делегации, заместителя министра иностранных дел Туркменистана. Прошу вас, господин Хаджиев, вам слово для вступительного заявления. Вы можете представить делегацию. После этого мы заслушаем вопросы со стороны членов делегации. Они будут касаться первой части списка вопросов, то есть вопросы с 1 по 13. Итак, слово вам. Прошу вас. Уважаемый господин председатель, уважаемые члены комитета, слышно, да? Благодарю за предоставленное слово, и прежде чем начать свою вступительную речь, позвольте заверить о готовности делегации Туркменистана к доверительному и транспарентному диалогу, который мы рассматриваем как уникальную возможность обсудить существующие вопросы и определить дальнейшие шаги для прогресса в правочеловеческом измерении. Перед тем, как перейти к основной части своего выступления, хотел бы сообщить, что в составе делегации Туркменистана вошли руководители и представители парламента страны, Министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Института государства права и демократии, а также постоянного представительства при отделении ООН в Женеве. Уважаемые члены комитета, за отчетный период в Туркменистане произошли ряд значимых позитивных событий национального и международного уровня. Представленный Туркменистаном национальный доклад охватывает период с 2017 года по настоящее время и содержит информацию о ключевых законодательных, судебных, административных, практических мерах, имеющих непосредственное отношение к положениям пакта и предпринятых действиях со времени представления доклада Туркменистана в 2017 году. При подготовке доклада были приняты во внимание, изучены и учтены заключительные замечания Комитета ООН по правам человека, представленные по итогам рассмотрения периодического доклада Туркменистана в марте 2017 года. Была осуществлена подготовительная работа к проведению настоящего диалога, включая методологический семинар с участием международного эксперта, представителя регионального офиса УВКПЧ ООН, ПРООН. 2023 год был объявлен Международным годом диалога как гарантии мира в соответствии с резолюцией 7732 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана. Эта инициатива напрямую связана с новой повесткой Дня мира Генерального секретаря ООН для построения мира, которая созвучна с инициативой Туркменистана о продвижении философии диалога как гарантии мира. 3 марта 2022 года подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и ООН о сотрудничестве в реализации национальной программы социально-экономического развития Туркменистана в 2022-1952 годах. Также сотрудничество со структурами ООН ведется в русле рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между ООН и Туркменистаном на 2021-2025 годы. Практическим примером осуществления системного сотрудничества с агентствами ООН является подписание 27 февраля текущего года 26 рабочих планов и документов по таким сегментам в области прав человека, как работа со СМИ, гендерная политика, права детей, в частности детей, находящихся в конфликте с законом, уязвимых слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями, образование, здравоохранение, правоохранительная система, экономика, статистика, спорт и другие. Туркменистан осуществил интеграцию ЦУР в национальные, секторальные и региональные программы, стратегии и планы развития страны. Создан национальный координационный механизм,
который координирует вопрос осуществления и мониторинга достижений ЦУР. В июле 2019 года Туркменистан представил свой первый добровольный национальный обзор о прогрессе в области реализации ЦУР с фокусом на расширении прав и возможностей человека и обеспечении инклюзивности. В настоящее время ведутся работы по подготовке второго национального обзора выполнения ЦУР. 16 декабря 2019 года подписана совместная программа между правительством Туркменистана и ООН «Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивных качественных социальных услуг на местном уровне». Цель совместной программы заключается в совершенствовании существующей системы предоставления социальных услуг в Туркменистане, охвате наиболее нуждающихся и уязвимых слоев населения и удовлетворении их особых потребностей. В настоящее время реализуется Национальный план действий по правам человека в Туркменистане на 2021-2025 годы, Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане на 2021-2025 годы. Кроме того, в стране реализован Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018-2022 годы. В настоящее время разрабатывается его новый этап. Агентство ООН, общественное объединение, представители научного сообщества и СМИ оказывают существенное содействие при разработке и реализации национальных планов действий. 10 декабря 2022 года в Ашхабаде состоялось ежегодное итоговое заседание диалога женщин государств Центральной Азии в рамках председательства Туркменистана с участием представителей стран региона, руководителей региональных структур ООН. 25 января 2019 года утвержден Национальный план действий Туркменистана по ликвидации безгражданства в Туркменистане на период 19-24 годов. Гражданство получили представители 26 национальностей. Более половины получивших гражданство – женщины. За весь период гражданства Туркменистана были приняты 28 167 человек. Разрешение на проживание получили 4438 иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституционные права и свободы составляют единую систему. В этой системе гражданские и политические права и свободы занимают важное место. Именно, исходя из данных соображений, имеет место процесс совершенствования политической системы государства естественным образом и на основании вышеуказанных принципов. 21 января 2023 года приняты конституционные законы Туркменистана о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и о Халк-Маслахаты Туркменистана. Следует отметить формирование Халк-Маслахаты Народного совета, обеспечивающего взаимодействие высшего представительного органа с местными представительными органами, а также выполняющего консолидирующую роль во взаимодействии и уравновешивании ветвей власти. Практика показывает правильность выбора такой национальной модели народного представительства, суть которой является обеспечение широкого представительства всех слоев населения, национального и политического согласия в обществе. Особое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию форм взаимодействия государственных органов с населением в стране с целью удобства для граждан и совершенствования системы электронных услуг создан единый государственный сайт услуг Туркменистана. Данный портал представляет собой автоматизированную информационную систему «Единое окно» для оказания государственных услуг в электронной форме для граждан. Электронные сайты государственных учреждений демонстрируют реальную картину уровня перехода на цифровизацию в разрезе каждого государственного органа. Население имеет возможность обращаться по интересующим их вопросам в любое государственное учреждение в онлайн-формате. Следует отметить также о формировании и развитии демократической избирательной системы. Создано отвечающее современным требованиям выборное законодательство, в соответствии с которым выборы в представительные органы власти проводятся на многопартийной основе. Принят комплекс мер в избирательной системе, направленных на обеспечение прозрачности и открытости избирательных процессов, повышение эффективности механизма проведения предвыборной агитации, деятельности избирательной комиссии. Эти меры способствовали дальнейшей демократизации избирательной системы. На 26 марта текущего года назначены выборы депутатов парламента, членов органов местной представительной власти и органов местного самоуправления. Избирательная кампания проводится в полном соответствии с избирательным кодексом. Важным является введение с 2018 года единого дня голосования.
Это имеет значение как с юридической, так и с практической точки зрения. Единый день голосования повышает качество выборов всех уровней, связанность политических и гражданских институтов между собой и существенно влияет на активизацию гражданской инициативы. В 2019 году Туркменистан присоединился к Конвенции МОД 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм. В 2020 году к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. В 2021 году к Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, Конвенции о политике в области занятости, Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. В 2022 году к Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе. Туркменистан с начала распространения пандемии в мире приступил к принятию необходимых мер по противодействию этой угрозе. Были своевременно проведены эффективные защитные мероприятия. Сформирована единая национальная стратегия по борьбе с COVID-19, включающая комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, медицинского и санитарно-карантинного характера, что позволило избежать больших людских потерь. В июле 2020 года был утвержден пересмотренный с учетом противопандемических мер государственный бюджет. В соответствии с законом Туркменистана об омбудсмене, парламентом Туркменистана из 3 кандидатов тайным голосованием сроком на 5 лет был избран омбудсмен, а также учрежден его аппарат. Омбудсмен ежегодно представляет на рассмотрение президента Туркменистана доклад о своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране. Выступает с данным докладом перед парламентом. За отчетный период были подготовлены 5 докладов, которые размещены на сайте омбудсмена и новостных интернет-сайтах. Осуществляется глобальная работа по аккредитации, последовательная работа по аккредитации омбудсмена в глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений. 13 июля 2022 года омбудсмен и Азиатско-Тихоокеанский форум подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому в октябре 2022 года группа экспертов из Азиатско-Тихоокеанского форума, ПРООН и УВКПЧ была проведена оценка потенциала аппарата омбудсмена. В декабре 2022 года из Азиатско-Тихоокеанского форума получены рекомендации для повышения потенциала аппарата омбудсмена и последующих действий по аккредитации в глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений. 21 января 2023 года принят ряд конституционных законов, в том числе о внесении изменений в Конституцию. За отчетный период парламентом страны приняты законы о социальных услугах, о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, об электронном правительстве, об электронном документе обороте и цифровых услугах, о правовом положении иностранных граждан в Туркменистане, об образовании и многие другие. Важно отметить, что принят Уголовный кодекс в новой редакции, в которой введены нормы, декриминализирующие некоторые виды правонарушений, с учетом положения пакта о гражданских и политических правах. Принимая во внимание заключительные замечания, внесены изменения и дополнения в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения, Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, Трудовой и налоговый кодексы Туркменистана, Закон Туркменистана об общественных объединениях и другие. Во всех этих законах учтены нормы и принципы международных конвенций, участником которых является наша страна. Связь между правосудием и обеспечением прав и свобод человека, которая является наивысшей ценностью нашего общества и государства, увеличивает ее конституционную важность. Закрепление норм о правовом статусе судей в Конституции Туркменистана свидетельствует о том, что в стране придается важное значение осуществлению правосудия и повышению роли судей. В настоящее время совершенствование деятельности судебных органов страны ведется в соответствии с концепцией развития судебной системы Туркменистана на 22-28 годы. В соответствии с законом о суде
На конференции судей Туркменистана 19 января 2019 года принят Кодекс судейской этики. В завершении своего выступления считаю необходимым отметить, что Туркменистан продолжает совершенствование национальной системы защиты прав человека, включающей в себя правовые и институциональные компоненты. При этом особое внимание уделяется выполнению международных обязательств в области прав человека, рекомендациям договорных органов ООН по представленным национальным докладе. В ходе настоящего диалога члены делегации Туркменистана ответят на вопросы членов комитета, при необходимости предоставят дополнительную информацию, что в конечном итоге будет способствовать достижению прогресса в этой важной сфере. Уважаемый господин председатель, я благодарю вас за внимание и всех членов комитета. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, за это выступление. Переходим к членам комитета. Итак, как уже было сказано, мы будем рассматривать вопросы с 1 по 13. Начнем с госпожи Кран. Прошу вас. Благодарю вас, госпожа председатель. Добрый день, уважаемые участники, Ваше Превосходительство, глава делегации Туркменистана. Мы приветствуем вас на диалоге по случаю представления третьего периодического доклада. Десятилетия назад у меня была возможность принять участие в одной из первых правозащитных миссий ООН в Туркменистан. Я встретилась с официальными лицами в Ашхабаде для обсуждения вопросов осуществления обязательств по части прав человека в отношении тех договоров, которые Туркменистан ратифицировал. С тех пор страна прошла 2 периодических доклада, представила 2. Самый последний был представлен в 2017 году. С 2017 года Туркменистан продолжает сталкиваться с серьезными трудностями в сфере гражданских и политических прав. Например, существует информация о высоких показателях лиц, пострадавших от принудительных исчезновений, произвольных задержаний, случаев пыток. Все это также указывает и на существенные трудности, с которыми сталкивается гражданское общество, работающее и действующее в стране. Мы надеемся на проведение конструктивного диалога, который создаст возможность для искреннего обмена, для того, чтобы коллективно предложить рекомендации и ориентиры для государства-участника с тем, чтобы оно могло реализовать положение пакта. Перехожу к вопросам 1 и 2, которые касаются правовой основы, осуществления и мер повышения осведомленности населения. Туркменистан является страной первого факультативного протокола пакта. В 2000 году Туркменистан признал компетенцию комитета рассматривать сообщения от индивидуальных лиц, которые ссылаются на нарушение собственных прав человека со стороны государства-участника. Таким образом, Туркменистан должен выполнять рекомендации членов комитета по рассмотрению подобного рода сообщений. Комитет вынес решение по 23 сообщениям, 5 из них, в частности, были рассмотрены после последнего периодического обзора в 2017 году. Они касаются отказа от исполнения воинской обязанности по идеологическим соображениям, запретов на перемещение, случаев пыток, несправедливых судебных разбирательств. Комитет указал в своем сообщении, которое было направлено государству, о необходимости компенсации жертв. Насколько мы знаем, ни одно из сообщений членов комитета и рекомендаций членов комитета не было выполнено. Не могли бы вы сообщить нам о том, какие меры вы планируете предпринять для выполнения рекомендаций членов комитета? Глава делегации ссылался на национальный план по правам человека, который действует с 2021 по 2025 года. План этот предполагает разработку новых нормативных рамок, которые позволят обеспечить соблюдение международных стандартов прав человека. Какие законы вступили в силу с 2021 года, которые помогают стране выполнять собственные обязательства по части прав человека? Вы говорили о том, что
национальные суды рекомендуют ссылаться на международные правозащитные стандарты в вынесении судебных решений. Не могли бы вы представить конкретную информацию по судебным разбирательствам, при рассмотрении которых в решениях судов содержались ссылки на международные правозащитные стандарты с 2017 года? Организация Объединенных Наций направила запрос на посещение Туркменистана. Речь идет о 15 мандатариях Совета по правам человека, которые желают посетить страну. Например, спецдокладчик по пыткам и спецдокладчик по внесудебным задержаниям и расправам. При этом государство-участник не удовлетворило ни один из этих запросов, насколько я понимаю. Вроде бы вы ранее в этом году согласились на посещение спецдокладчика по культурным правам. Хотелось бы знать, почему другие запросы, поступившие от мандатариев с СПЧ, не были удовлетворены. И чем объясняется такое высокое количество отказов в отношении этих запросов, ведь речь идет о поощрении, защите и соблюдении прав человека для всех, кто находится на территории Туркменистана. Ну и, наконец, хотелось бы знать, какие меры вы предпринимаете для укрепления вашего взаимодействия с правозащитными механизмами ООН. Далее, по второму вопросу. Насколько я знаю, есть официальные процедуры, которые мешают неправительственным организациям проводить расследования, связанные с правами человека на территории вашей страны. Насколько мы понимаем, государство-участник отказывается регистрировать организации, которые занимаются вопросами прав человека. И, соответственно, ни одна международная правозащитная НПО не может на постоянной основе находиться в вашей стране. Таким образом, ни одна независимая НПО просто не в состоянии открыто работать в стране. В отсутствие гражданского общества как такового, канцелярия омбудсмена, судя по всему, является первичным учреждением в системе Туркменистана, которое отвечает за обеспечение защиты прав человека. Тем не менее, мы знаем о том, что существуют серьезные препятствия, которые мешают установить контакт, например, с канцелярией омбудсмена. Речь идет о строго охраняемом объекте. Например, нет возможности у сотрудников получить прямой доступ к омбудсмену. То же самое касается и жалоб, которые поступают, которые проходят жесткий контроль. Хотелось бы знать, каким образом планируете вы сделать управление омбудсмена логистически и физически доступным для людей, с тем, чтобы население могло сообщать о нарушениях в сфере прав человека, и с тем, чтобы вы смогли преодолеть существенные барьеры, которые сегодня существуют и которые мешают правообладателям получить прямой доступ к омбудсмену. Вы говорили также о том, что в 2020 году вы провели, в 2022 точнее, вы провели оценку потенциала этого управления при партнерстве с ООН. Какие меры были предприняты в реализацию рекомендаций по укреплению статуса омбудсмена? Очевидно, что все предполагаемые меры должны также соответствовать и парижским принципам. Помимо ежегодной публичной отчетности, каким образом вы планируете гарантировать транспарентность и подотчетность в работе омбудсмена? Планируете ли вы дать возможность местным и международным НПО принимать участие в работе для того, чтобы гарантировать беспристрастность и независимость омбудсмена? В своем ответе на перечень вопросов вы указываете на то, что 244 письменных жалобы поступило в адрес канцелярии омбудсмена в 2021 году. 85 из них получили, соответственно, ответ. Таким образом, гражданам были представлены правовые средства для отстаивания собственных прав. Не могли бы вы пояснить, что подразумевается под термином «правовые средства» (legal means)? Какие процедуры существуют сегодня, которые помогают истцам воспользоваться и задействовать эти правовые средства с тем, чтобы отстоять собственные права?
в которых они были нарушены, и каким образом дальше эти жалобы рассматриваются в судах. Если у вас есть конкретные примеры, мы попросим вас их привести. Я знаю о том, что в Туркменистане существует ограниченное число пенитенциарных учреждений, но тем не менее есть информация о том, что у омбудсмена нет доступа к ним, хотя именно здесь происходят самые серьезные нарушения прав человека, связанные с пытками и произвольными задержаниями. Как вы планируете решить эту проблему, задействовав мандат омбудсмена, с тем, чтобы дать омбудсмену доступ к таким высокоохраняемым тюрьмам? Очевидно, что надзор со стороны общественности является исключительно важным в этом отношении. Хотелось бы знать, что делает правительство для того, чтобы воспитывать собственное население, повышать его осведомленность на предмет прав человека, возможности подачи жалоб о нарушениях прав человека как на территории страны, так и подачи жалоб в международные правозащитные структуры, в том числе договорные органы ООН. Какая стратегия существует в стране по включению норм прав человека в официальные стандарты просвещения? Перехожу к вопросу насильственных исчезновений и арестов применительно к роли омбудсмена. Тревогу вызывает информация о случаях произвольных задержаний и исчезновений, а также содержание инкоммуникада активистов, отстаивающих права человека. Мои коллеги остановятся на этом более подробно чуть позже. Единственное, на чем мне хотелось бы сейчас заострить ваше внимание. В ходе диалога между Туркменистаном и ЕС, который прошел в прошлом году, Европейский Союз подчеркивал необходимость обеспечения полной независимости канцелярии омбудсмена и улучшения сотрудничества с органами ООН для устранения этих и других серьезных пробелов в сфере прав человека. Ратификация двухстороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, насколько я понимаю, пробуксовывает в связи с проблемами в сфере прав человека Туркменистана. Рабочая группа ООН по исчезновениям направила в 2016 и в 2019 годах запрос на посещение страны. Насколько мы понимаем, эти ходатайства не были удовлетворены. Каковы причины отказа? Какие меры вы планируете принять для того, чтобы создать конструктивные рабочие отношения с международными правозащитными структурами и Европейским Союзом для улучшения ситуации в сфере прав человека? Далее перехожу к вопросу номер 5, который касается национального антитеррористического законодательства и его применения. В 2017 году комитет обратил внимание на определение экстремизма в антитеррористическом законодательстве, которое характеризовалось чрезмерным охватом. Мы рекомендовали сузить определение экстремизма, включив элемент насилия или пропаганды ненависти в качестве доказательства экстремизма. Расскажите, пожалуйста, какие меры были приняты для сужения определения экстремизма? Какие меры существуют сегодня, позволяющие обеспечить соблюдение принципа предсказуемости, правовой ясности и пропорциональности законодательства для выполнения ваших обязательств в соответствии с пактом? В докладе вы говорите о том, что никаких дел по статье «экстремизм» или «терроризм» не рассматривались в туркменских судах. Тем не менее, поступает большое количество информации об осуждениях по статье «Исламский экстремизм». Поступает информация, например, о том, что индивидуальные лица попадают в тюрьмы в связи с своей политической позицией, или же если они открыто критикуют правительство. Этих индивидуальных лиц называют экстремистами, даже если преступления, совершенные ими, не подпадают, строго говоря, под статью
закона о борьбе с экстремизмом. В этом отношении особую тревогу вызывает дело Бахрама Сапарова, 41-летнего мужчины, отца 3 детей, который был лидером незарегистрированной мусульманской организации. В 2013 году ему выдвинули обвинение и обвинили в антигосударственной деятельности. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, и он содержится в тюрьме инкоммуникадо с тех пор. Есть информация о том, что он подвергался пыткам. Сколько человек жаловалось на внутренние механизмы в сфере права, такие как суды или произвольное содержание с 2017 года, помимо дела господина Сапарова с 2017 года. Сколько из этих жалоб стали объектом расследования и, соответственно, рассмотрения посредством надлежащих механизмов? Каковы результаты этих следственных мероприятий и, соответственно, результаты рассмотрения этих жалоб? Критика правительства – это законное осуществление свободы слова. Как вы будете обеспечивать эффективные средства правовой защиты, включая компенсацию для этих жертв и их семей в будущем? Сколько человек находятся в тюрьме Авадан-Депе, сколько из них обвиняются в исламском экстремизме и какова продолжительность приговоров этих лиц. Пожалуйста, дайте нам общее число обвиненных, задержанных и приговоренных за исламский экстремизм с 2017 года и по каким законам это было сделано. Планируете ли вы освободить господина Сапарова и других, кто был заключен в тюрьму в нарушение положений пакта? В наших заключительных замечаниях 2017 года мы также выражали беспокойство по поводу ограничений на поездки для лиц и их семей, которые придерживаются так называемого оппозиционного мнения. В частности, наше беспокойство касались широкого охвата понятия экстремизм в законодательстве по борьбе с экстремизмом для ограничения поездок активистов, религиозных лидеров и журналистов. Пожалуйста, предоставьте нам количество лиц, которые испытывают ограничения на поездки по законодательству о борьбе с экстремизмом с 2017 года, как внутренние, так и международные поездки, а также причины таких ограничений. Вот мои вопросы на сегодня, госпожа председатель. Спасибо. Следующий оратор, госпожа Тергуджа. Спасибо. Я приветствую делегацию Туркменистана и надеюсь на плодотворный конструктивный диалог. Сегодня я остановлюсь на пункте 3 «Борьба с коррупцией» и 5 и 6, которые касаются борьбы с дискриминацией. Начинаю с борьбы с коррупцией. Пункт 3. Согласно международным показателям, которые все сходятся, коррупция широко распространена в Туркменистане. Государство находится на 169 месте из 180 стран в этой области. Несмотря на присоединение государства к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в 2005 году, не было достигнуто ощутимого прогресса. Хуже то, что коррупция среди судебных властей такова, что она является серьезным препятствием для гарантии всех к независимому и беспристрастному суду. Коррупция касается не только судебных органов. Согласно международным показателям, она присутствует во всех областях государственной и частной жизни, в местах лишения свободы, в трудовых лагерях. Когда семьи, например, хотят посетить заключенных, они должны платить охранникам. Коррупция выгодна для лиц, приближенных к правительству,
ширококвартирного меньшинства, члены семьи президента получили контракты со стороны исполнительной власти, в частности, для строительства дороги между Ашхабадом и Туркменабадом. Коррупция используется для того, чтобы дестабилизировать политических оппонентов. Преследование за коррупцию используется для того, чтобы заставить замолчать всех политических противников, всех, кто критикует существующий режим. В частности, в июле 2020 года господин Башеков, бывший лидер района в Ашхабаде, был осужден на 22 года заключения за коррупцию и лишен своих функций. Согласно ответу государства, описываются только правовые рамки. И я хотела бы пока оставить в стороне правовые рамки. Мы с большим интересом прочитали ваш доклад и хочу сосредоточить внимание на конкретной информации, касающейся борьбы с коррупцией. Вопросы у меня следующие. Как государство просвещает своих сотрудников в области коррупции, есть ли программы подготовки для наиболее затронутых слоев, прокуроры, полиция, судебной власти в целом? Второе. Какое уголовное преследование предусматривается не только в отношении политических противников, я говорила, а в отношении судей, прокуроров, полицейских, охранников и других гражданских служащих, которые обвиняются в пассивной или активной коррупции? Третий вопрос. Государство в своем докладе говорит о морали и честности. Какие законодательные или иные меры принимаются для того, чтобы избежать конфликта интересов? Как я уже говорила, заключение государственных контрактов с членами семьи президента или любыми другими лицами власти. Должны ли судебные власти заявлять о своем имуществе? И, наконец, последний вопрос. Как конкретно работают органы, которые должны бороться с коррупцией? И здесь я настаиваю на значении их независимости и беспристрастности, а также на транспарентности их деятельности. Потому что часто эти органы используются против политических оппонентов. Перехожу к вопросу о недискриминации в целом. Это пункт 5 списка вопросов. Комитет просил государства представить информацию о конкретных законодательных рамках, касающихся борьбы с дискриминацией по разным причинам, включая на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Я еще к этому вернусь. К сожалению, в своем докладе упоминается только Конституция. Ничего не говорится о мерах для того, чтобы создать рамки, запрещающие прямую и косвенную дискриминацию, как бы идет борьба со стереотипами разного рода. И здесь я повторяю вопросы, которые уже задавались государству-участнику в ходе предыдущего диалога. Какие были приняты меры для того, чтобы принять общий закон, который определял бы прямую, косвенную дискриминацию путем, понимали, ассоциации, множественную дискриминацию, а также запрещенные мотивы для дискриминации? Второй вопрос. Есть ли у государства цифры, касающиеся количества исков по вопросу дискриминации, независимо от мотивов, цифры также по расследованиям, по судебному преследованию, по наказаниям и санкциям, которые были вынесены судами? Третий вопрос. Какие средства правовой защиты есть у жертв дискриминации, дискриминации по признаку пола, расовой дискриминации, этнического происхождения, политических убеждений, религиозным мотивам и другим? И последний вопрос. В целом по дискриминации, какие меры были приняты для того, чтобы бороться с ненавистническими заявлениями, в частности, меры в отношении криминализации ненавистнических заявлений, жалобы, расследования, судебные преследования, и опять же, сколько было вынесено санкций и решений о наказании за это?
Я повторяю эти вопросы, потому что я не нашла информации в докладе. Я заканчиваю пунктом 6. Это продолжение вопроса дискриминации, но по конкретной причине, а именно дискриминация на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Хотел бы напомнить, что согласно пакту, в частности статьи 2.1, 3 и 26, дискриминация запрещена, и никакие мотивы не могут это оправдывать. В своих ответах на перечень вопросов государство-участник не представило никакой информации по дискриминационному отношению к ЛГБТ, никакой информации по борьбе со стереотипами, по декриминализации отношений, сексуальных отношений между взрослыми одного пола, никакой информации по мерам борьбы с гомофобным, трансфобным поведением, а также по случаям исчезновения лиц, которые заявляли о своей сексуальной идентичности, как, например, господин Гараев, который был арестован, подвергнут пыткам полиции в 2019 году, и с тех пор его близкие ничего о нем не знают. В ответ на список вопросов, пункт 28, государство-участник говорит, что у них нет новостей по поводу судьбы господина Гараева, в то время как он исчез почти 4 года назад. В целом комитет получил тревожную информацию о полицейской жестокости по причине сексуальной ориентации или гендерной идентичности жертв, информацию также об опасениях жертв подавать жалобы или даже заявлять о своей сексуальной ориентации. Я подтверждаю вопрос, который задавался нашим комитетом в ходе предыдущего диалога с государством-участником. Первый вопрос. Как обстоит дело с отменой статьи 135 Уголовного кодекса, которая уголовно наказывает за сексуальные отношения между взрослыми одного пола? Какой информацией вы можете поделиться с нами по числу приговоров, которые были вынесены на этой основе, какие были наказания? Согласно нашим цифрам, только в 2022 году более 30 человек были приговорены по статье 135. Второй вопрос. Может ли государство поделиться с комитетом конкретными данными о расследованиях, и нет никакой транспарентности, нет доступа для НПО, которые работают над защитой прав ЛГБТ. Третий вопрос. Какие меры образовательные или репрессивные по борьбе с стереотипами, согласно которой есть только одна социально приемлемая норма в области сексуальной ориентации, любое поведение, уклоняющееся от этой нормы, является извращением или даже психическим заболеванием, с которым нужно бороться? И, наконец, какие меры принимаются против правоохранительных органов, которые ответственны за гомофобное, трансфобное поведение и действия? Спасибо. Благодарю вас. Следующий оратор. Госпожа Басим. Спасибо, госпожа председатель. Приветствую всех коллег. Приветствую делегацию Туркменистана, которые находятся здесь в зале. Приветствую всех тех, кто следит за нашим заседанием по интернету. Я хочу поблагодарить делегацию Туркменистана за представленный доклад и за ответы на перечень вопросов. Хочу выразить удовлетворение тем, что государство-участник присутствует на столь высоком уровне в рамках этого конструктивного диалога для того, чтобы рассмотреть степень осуществления в вашей стране Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы надеемся, что наши замечания будут
полезны для Туркменистана и для нас также. Мы отмечаем, что наши заключительные замечания второго периодического обзора в 2017 году пока еще, к сожалению, не были выполнены государством-участником. Мой первый вопрос касается пункта 4 из списка вопросов, который был направлен государству-участнику. Это касается мер, принятых в ходе пандемии COVID-19. В своем докладе вы ссылаетесь на статью 9.2 Закона о чрезвычайном положении и излагаете меры, которые были приняты после провозглашения чрезвычайного положения. Чтобы это соответствовало пакту, чрезвычайные положения должны быть необходимы и пропорциональны ситуации, а также ограничены по времени и сфере охвата. Не могли бы вы прояснить критерии в законе для провозглашения чрезвычайного положения? Второе. Кто имеет полномочия объявить чрезвычайное положение? Как определяется продолжительность чрезвычайного положения? Если оно продлевается, то необходимо ли снова одобрение парламента? Объясните, пожалуйста, как провозглашение чрезвычайной ситуации в ходе пандемии COVID-19 было необходимо и пропорционально ситуации, сложившейся в то время. Каким было воздействие чрезвычайного положения на запрет на поездки, на передвижение лиц из одного места в другое, из одного района в другой, и на те часы, когда население могло передвигаться, был ли комендантский час и какие были санкции в случае нарушения комендантского часа. Проинформировало ли государство-участник генерального секретаря о провозглашении чрезвычайного положения в соответствии с заявлением комитета по этому вопросу документа CCPR C-128-2. По вопросу 10. Право на жизнь. У нас есть сообщение, что государство-участник отрицало присутствие COVID-19 на своей территории с января 2020 по январь 2022 года, несмотря на широко распространенные респираторные инфекции и скачок смертности. Мы знаем о том, что не были приняты достаточные меры по защите работников здравоохранения и лиц, участие которых в массовых мероприятиях, организованных правительством, было обязательным. Толпы людей на улицах и в общественном транспорте никак не регулировались, чтобы ограничить количество жертв COVID-19. Похоже, что не было достаточно информации, которая приводила к широкому распространению слухов. И это, в свою очередь, привело к тому, что многие больные не пытались получить медицинскую помощь. Пожалуйста, прокомментируйте сообщение о том, что государство-участник не защитило работников здравоохранения и лиц, которые принимали участие в правительственных мероприятиях, поскольку они были обязательными.
Не могли бы вы рассказать нам об информационных кампаниях, если таковые проводились в СМИ, в школах, в населенных пунктах, в общинах, о этом заболевании, о том, как его предотвратить? Не могли бы вы привести нам число инфицированных и погибших от COVID-19? В своем ответе на перечень вопросов вы говорите о том, что Министерство здравоохранения Туркменистана разработало проект по COVID-19 вместе с Всемирным банком и ПРООН, который включал кампанию вакцинации. Каковы конкретные результаты этого проекта на сегодняшний день, включая для уязвимых групп, таких как пожилые, дети, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также лица в густонаселенных районах? Как вы измеряете и отслеживаете результаты? Спасибо вам за ваши будущие ответы на эти вопросы. Благодарю вас. Следующий оратор господин Эльхайба. Спасибо. Я тепло приветствую делегацию и надеюсь, что диалог будет интерактивным и конструктивным. Я хотел бы остановиться на вопросах 7 и 8, которые касаются равенства мужчин и женщин и насилия в отношении женщин. По вопросу 7. Государство в своем докладе и в своих ответах на вопросы говорит о приверженности равенству полов, равенству прав и возможностей для мужчин и женщин, с тем, чтобы добиться дальнейшего прогресса в этой области. Мы просим изложить все меры, которые были приняты после последнего диалога с государством-участником, для того, чтобы исправить ситуацию с недопредставленностью женщин на руководящих должностях в государственной администрации и на избирательных должностях. Какие результаты были достигнуты в связи со стереотипами в отношении женщин? Согласно имеющейся информации, женщины не имеют права без какой-либо правовой основы даже управлять транспортными средствами, автомобилями. И это, естественно, никак не способствует достижению равенства мужчин и женщин. Мы с интересом отмечаем, что после разработки раздела Конституции, который касается прав и свобод граждан, это позволяет теперь мужчинам и женщинам пользоваться одинаковыми правами и наказывать за любые отклонения от этого. Пожалуйста, изложите законодательные, политические и судебные меры по осуществлению этих положений. Мы призываем вас также рассказать о судебных разбирательствах, которые рассматривались по этой части Конституции. Было принято решение с 25 февраля по 1 апреля 2020 года в рамках национального плана действий на 15-20 годы для равенства полов провести расследование по месту женщин в семье и здравоохранению.
Комитет был бы признателен, если бы вы представили результаты этого расследования и меры, рассказали бы о мерах, которые были приняты в отношении возможных правовых и политических реформ, связанных с равенством полов. Что касается борьбы с сексистскими стереотипами, то комитет просит делегацию представить последнюю и подробную информацию по результатам мер, которые были приняты в этой области, их воздействии, а также о возможных недостатках. Мы с беспокойством отмечаем с начала 2022 года особенно рост нападок на женщин, которые пользуются своими правами и свободами в Туркменистане в отношении введения моральных норм и стандартов. Речь идет о ретрадионализации общества. И мы предлагаем делегации представить разъяснения по поводу этих обвинений и о мерах, которые принимаются для того, чтобы бороться с ними. Одобрение правительством национального плана по равенству полов на 2021-2025 годы предусматривает предотвращение насилия по гендерному признаку и улучшение национального законодательства в этой области, а также план действий по правам человека на 2021-2025 годы, направленный на осуществление договорных обязательств государства-участника. И мы просим делегацию представить комитету информацию по следующим вопросам. Как вы будете обеспечивать осуществление этих планов действий по равенству полов и правам человека? Какие есть показатели достижений в этой области? Какие улучшения были достигнуты с 2021 года? Какая есть информация об изменениях, которые произошли в области укрепления равенства полов? Согласно имеющимся докладам, дискриминация по признаку пола привела к возросшей уязвимости лиц, которые имеют также инвалидность в области образования, занятости, защиты от насилия. И прежде всего, согласно имеющейся информации, женщины более уязвимы. Коллеги еще будут говорить об этом вопросе. Пожалуйста, укажите, какие есть программы для того, чтобы обеспечить доступ к лицам, которые страдают от дискриминации, вместе с другими формами дискриминации. Пункт 8 касается насилия в отношении женщин, включая насилие в семье. Мы просим делегацию представить последнюю информацию по следующим вопросам. Пересмотр Уголовного кодекса для того, чтобы наказывать за незаконные действия в отношении женщин, и разработка проекта закона о предотвращении бытового насилия. Второе. Меры, которые приняты для обеспечения того, чтобы эти законы соответствовали международным нормам, а также механизмам и гарантиям, направленным на их эффективное осуществление. Третье. Результаты информационных программ среди населения в отношении политики нулевой терпимости в области насилия в отношении женщин. Вопрос о COVID-19 уже задавался. Мы узнали, что государство не признавало эту пандемию. Но, тем не менее, было воздействие на женщин. И мы с беспокойством отмечаем результаты национального расследования по здоровью и положению женщин в семье
Это исследование по бытовому насилию по методологии ВОЗ, которое было опубликовано в 2022 году, и которое показывает, что 12% женщин от 18 до 59 лет были жертвами физического или сексуального насилия со стороны супруга или партнера нынешнего или прошлого. Мы просим делегацию представить последнюю информацию о дорожной карте по согласованию своего законодательства с международными стандартами. Мы отмечаем также меры, которые принимаются государством по предотвращению насилия. Приводит ли это к улучшению, приводит ли это к воздействию в области борьбы с этими формами насилия? Представьте, пожалуйста, подробные и диссагрегированные данные с 2017 года по количеству жертв бытового насилия, какие были расследования и санкции, приняты санкции в отношении виновных. Мы знаем, что число случаев домашнего насилия возросло в ходе пандемии COVID-19. Я ожидаю получить ответы со стороны делегации. Спасибо. Большое спасибо. Следующий докладчик – это господин Егезу. Следующий член комитета. Благодарю вас, госпожа председатель. Мне бы хотелось присоединиться к коллегам и тепло поприветствовать делегацию Туркменистана. Мой вопрос касается пунктов 11, 12 и 13. Первый вопрос – это право на жизнь. В своем ответе на перечень вопросов, которые вы направили, вы подробно описали общее содержание закона о ведомствах внутренних дел от 2011 года, которые регулируют применение силы. В соответствии с той информацией, которая была представлена государством-участникам, складывается впечатление, что когда правоохранительные органы применяют силу, они принимают эти решения, ориентируясь на суть операции, и редко когда уделяют особое внимание неотъемлемому праву на жизнь, в частности, которое бы позволило предотвратить применение физической или смертоносной летальной силы при применении огнестрельного оружия или других видов вооружений. Это можно было бы избежать при наличии четкого определения в законе положений по применению огнестрельного оружия в том числе. Кроме того, не совсем понятно, на основе той информации, которая была представлена, каким образом в этом законе учитываются 4 принципа. Это правовая основа, необходимость, пропорциональность и подотчетность в соответствии с общими принципами применения силы огнестрельного оружия органами правопорядка 90-го года или в соответствии с руководством по правам человека ООН 2020 года, которое касается использования оружия нелетальной силы органами правопорядка. Не могли бы вы рассказать, каким образом органы правопорядка применяют решения в соответствии с этими базовыми принципами ООН? И хотелось бы также получить информацию относительно того, есть ли у вас независимые механизмы, которые бы позволили собирать информацию о чрезмерном применении силы органами правопорядка, сотрудниками пенитенциарных учреждений для оперативного, эффективного и беспристрастного расследования этих жалоб для компенсации и восстановления в правах жертв. Не могли бы вы также представить информацию о случаях подозрений в чрезмерном применении силы, с которыми вы столкнулись за отчетный период? Также не могли бы вы представить нам информацию о надлежащей профподготовке, которую проходят органы правопорядка в этом отношении? Далее, мой вопрос по 12 пункту касается принудительных исчезновений и тайных задержаний под стражей.
За исключением информации, которая была представлена по Конституционному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу, государство не представило информацию относительно практики тайных содержаний под стражей и принудительных исчезновений лиц, а также относительно тех мер, которые предпринимаются для расследования подобного рода эпизодов. Государство в своем периодическом докладе указывает на то, что не получило никакой соответствующей информации по подозрениям в принудительных исчезновениях или же о содержании под стражей лиц. Тем не менее, по той информации, которая есть у комитета, как минимум 121 дело было задокументировано. Оно имеет отношение к принудительным исчезновениям в туркменских тюрьмах, содержанию в туркменских тюрьмах, в том числе официальных лиц, гражданских и религиозных активистов, независимых журналистов, на протяжении последних 16 лет, включая дюжину арестов в 2016-2017 годах, когда никакой официальной информации о судьбах этих людей дальше не поступало. И неизвестно, живы ли они или погибли с тех пор. Также поступает информация о содержании без связи с внешним миром, инкоммуникада в тюрьмах на протяжении многих лет. Например, информация о гибели Бугмурада Атузова или Аламурада Алакулиева, точнее, которые скончались в феврале и марте 2015 года, после того, как провели в изоляторе более 15 и 16 лет соответственно. Кроме того, есть информация, которая указывает на судьбы лиц, которые попали в пенитенциарные учреждения Туркменистана. Речь идет о господине Акмурадове, Атаеве, Буриеве, Гратаеве, Гурбанове, Шикмурадове, Джумаеве, Мухамедове, Сарджаеве, Иклумове и Езмурадове, судя по всему, говорит оратор. Не могли бы вы представить информацию относительно практики произвольных и принудительных содержаний и тайных содержаний? Не могли бы вы также рассказать о тех мерах, которые предпринимаются для того, чтобы прояснить судьбы пропавших без вести и, наконец, для того, чтобы позволить семьям и близким получить доступ к этой информации и ко всем находящимся в содержании? Не могли бы вы также представить информацию о проведении беспрепятственных, оперативных и объективных расследований этих дел, особенно применительно к тем делам, которые были только что упомянуты. Просим государства-участника также представить информацию о количестве осужденных лиц и лиц, которые отбывают срок по статье аффилирования с движением гулистов. Наконец, не могли бы вы пояснить два дела? Это господина Ананиязова и Алабердиева. В своем докладе вы говорите о том, что господин Ананиязов, например, был приговорен к 15 годам лишения свободы и был освобожден в результате президентского помилования в январе 1999 года. Но при этом вы не говорите, собственно, какие обвинения ему были выдвинуты и на основе какой статьи он вообще был осужден. Вы также говорите о том, что он вновь был осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы, а также за фальсификацию документов в 2008 году. Насколько я понимаю, в 2010 году в рамках поправок УПК лица, которые совершили преступление до 2010 года, имели право на смягчение приговора в ретроактивном порядке, что применимо к делу господина Ананиязова. Не могли бы вы также представить информацию о судьбе господина Алабердиева? Наконец, мы просим вас представить также и информацию о судьбе господина Амакурлиева. По вопросу 13. В своем докладе вы говорите о том, что были внесены поправки в УПК, которые вступили в силу 1 января 2023 года, и тем самым определение пытки было приведено в соответствие с требованиями пакта. Не могли бы вы представить дополнительную информацию о содержании новой версии УПК и пояснить, каким образом эксплицитно исключается
например, запрет на необходимость, за исключением в определении пытки, говорит оратор, в соответствии со 182 статьей, которая только что вступила в силу в новой редакции. Далее. В том, что касается практики жестокого обращения и пыток в тюрьмах. В своем периодическом докладе вы говорите о том, что в тюрьмах было установлено видеонаблюдение и аудионаблюдение для того, чтобы предотвратить применение пыток и жестокого обращения с заключенными. Тем не менее, в вашем ответе нет подробной информации относительно того, каким образом на практике конкретно предотвращаются пытки или жестокое обращение в пенитенциарных учреждениях. Не могли бы вы пояснить, какие конкретные результаты были достигнуты посредством установления оборудования для контроля аудио или видео в тюрьмах на территории страны, а также в результате инспекций, которые проводились Центральной надзорной комиссией, в том, что касается расследования случаев пыток и, собственно, как дальше эта информация использовалась в судах. Учитывая тот факт, что данная комиссия курируется Кабинетом министров, хотелось бы знать, каким образом это учреждение можно считать независимым органом по мониторингу. Наконец, последний вопрос. Есть информация, поступившая в распоряжение комитета, которая указывает на широко распространенную практику пыток и жестокого обращения с заключенными в тюрьмах. Например, в информации говорится о том, что 18 мужчин, которые были задержаны с сентября по октябрь 2016 года, подверглись пыткам и жестокому обращению в СИЗО. Говорилось также, что, судя по всему, один из них даже скончался в результате пыток. Кроме того, есть информация о регулярных случаях пыток, жестокого обращения, унижающего достоинства, обращения и отказа в медицинской помощи в тюрьме повышенного строгого режима Авадан-Депе. Информация, которая поступает, касается, в частности, содержания в изоляторах. Не могли бы вы пояснить, какие меры государство-участник предпринимает для того, чтобы проводить расследование подозрениям в пытках на всех этапах заключения, каким образом доводить до соответствующих компетентных ведомств информацию об этом, а также об отказе в медицинской помощи, каким образом проводится расследование, наказываются виновные, какие меры предпринимаются для того, чтобы запретить получение информации под давлением, с использованием пыток на этапах дознания, каким образом государство проводит работу для того, чтобы полученные таким образом свидетельские показания были недопустимы в судах. Вы также в своем ответе говорите о том, что господин Иезис Хадбердиев скончался естественной смертью 30 июня 2019 года в тюрьме. Однако есть информация, которая указывает на жестокое обращение, пытки и отказ в медицинской помощи ему. Не могли бы вы прояснить это дело и представить соответствующую информацию относительно причины его гибели в тюрьме? В том, что касается дела госпожи Мурадовой, вы помните о том, что мы приняли свое заключение 6 апреля 2018 года и признали вину государства-участника за пытку и смерть в тюрьме госпожи Мурадовой в нарушение статей 6 и 7 пакта. В соответствии с этим мы просим государства-участника проинформировать нас о том, почему вы не предприняли никаких мер для того, чтобы реализовать рекомендации комитета по делу госпожи Мурадовой и, соответственно, выполнить свои обязательства в этом отношении. Большое вам спасибо за представленную информацию.
Muchas gracias, señor Gigesu. El siguiente miembro en orden para hacer uso de la palabra es el señor José Santos Páez. Adelante, por favor. Thank you very much, Madam Chairperson. And since this is the first time that I'm addressing the honorable delegation of Turkmenistan, I would like to extend also my warm greetings to all of you. I had two very simple questions. And following the head of delegation... У меня очень простой вопрос в развитии. Прошу прощения, говорит председатель. Ya está. Прошу вас. Вопрос касается сотрудничества с организациями системы ООН. Хочу подтвердить тот факт, что сайт, который был разработан УВКПЧ ООН, действительно доступен в Туркменистане для лиц, которые хотят получить дополнительную информацию о работе ООН. Диалог, который проходит сегодня, доступен в Туркменистане. То есть, я имею в виду вебкаст, трансляция. Можно ли следить за этой трансляцией, находясь на территории Туркменистана? Спасибо. Благодарю вас, господин Сантос Паис. Ваше превосходительство, мы готовы дать вам 15 минут, перерыв на 15 минут, для того, чтобы вы смогли структурировать ваши ответы на вопросы. Вы можете собраться в соседнем зале, а мы возобновим диалог через 15 минут. Спасибо. Muy bien, retomamos este diálogo con Turkmenistán. La delegación ahora se encuentra lista para... Мы продолжаем диалог с Туркменистаном. Делегация готова дать ответы на вопросы членов комитета. Пожалуйста, у вас слово, час времени. Спасибо большое, уважаемый госпожа председатель, уважаемые члены комитета. Во-первых, хотел бы вас поблагодарить за оценку деятельности Туркменистана в этой сфере и поблагодарить вас за те вопросы, которые вы сегодня озвучили перед членами нашей делегации. Позвольте представить некоторую информацию по тем вопросам, которые сегодня мы получили. Так, первое выступление. Байла, башла. Спасибо, Лев Пахаджевич. Уважаемые члены комитета, позвольте мне ознакомить вас о законодательной деятельности по обеспечению гражданских и политических прав участникам пакта, которого является Туркменистан. Укрепление демократических принципов и правовых основ государства, общества реализуется реализация политических и экономических, социальных и других прав граждан и свобод каждого человека является одним из приоритетных задач государственной политики Туркменистана. Национальное законодательство Туркменистана внедряется и гармонизируется нормы международного права, участником которого является Туркменистан. С учетом этой работы усовершенствуется национальное законодательство Туркменистана. По вопросам принятых законов за отчетный период могу сказать следующее, что за отчетный период были приняты десятки законов, и для полного соответствия и реализации политических прав, обеспечения законодательной основы проведенной этой работой. Касательно вопроса о деятельности аппарата омбудсмена Туркменистана, с 2020 года аппаратом омбудсмена Туркменистана проводятся консультации с международными организациями по вопросам
аккредитации в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений. Согласно подписанному соглашению о взаимопонимании 13 июля 2022 года омбудсменом Туркменистана и Азиатско-Тихоокеанским форумом группой экспертов из Азиатско-Тихоокеанского форума ПРООН и ВКПЧ была проведена оценка потенциала аппарата Туркменистана, омбудсмена Туркменистана, и последующие действия были даны рекомендации для повышения потенциала аппарата омбудсмена. В Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений в 2023 году намечается подача заявлений об аккредитации в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений. В феврале текущего года ПРООН и аппарат омбудсмена подписали годовой рабочий план на 2023 год оказания содействия и укрепления институционального потенциала аппарата омбудсмена Туркменистана. Предусмотрен отдельный компонент содействия и взаимодействия аппарата омбудсмена с Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений и Азиатско-Тихоокеанским форумом. В рамках данного проекта предусмотрен отдельный компонент укрепления потенциала аппарата омбудсмена в соответствии с парижскими принципами, согласно которым ожидается изучение международных стандартов и успешного зарубежного опыта функционирования национальных правозащитных учреждений и их региональных представительств согласно парижским принципам. Выполнением намеченных мероприятий в рамках данного компонента ожидается подготовка предложений по созданию региональных офисов аппарата омбудсмена в вилаятах страны и их правовому регулированию. Что касается возможности подачи заявлений омбудсмену, можем сообщить, что омбудсменом в 2022 году зарегистрирован 523 обращения, из которых 356 в письменной форме и 167 в устной форме. Это означает, что принимались граждане по различным вопросам. Из них 15 обращений удовлетворено. Бюджет омбудсмена в 2022 году увеличен в 2 раза, тоже оказывает положительное содействие в деятельности аппарата омбудсмена. Согласно статье 30 закона Туркменистана об омбудсмене, омбудсмен при установлении факта нарушения прав и свобод человека и гражданина направляет на предприятия, в учреждения, организациям и должностным лицам действия или бездействия которых нарушают права и свободы человека, свою рекомендацию, содержащую предложение о принятии необходимых мер для безотлагательного восстановления нарушенных прав и свобод человека в отношении должностного лица, нарушившего права и свобод человека, в уполномоченном государственном органе или соответствующему должностному лицу, о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела. За 2022 год было направлено всего 3 таких рекомендации. Омбудсмен по итогам работы о своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране за каждый год направляет соответствующие рекомендации всем заместителям Кабинета министров Туркменистана, курирующие свои отрасли, которые, в свою очередь, доводят к сведению министерств и ведомств страны, правоохранительным органам и хакимликам вилаятов и города Ашхабада. Рекомендации предоставляются с требованием предоставить информацию о выполненных мерах. Учитывая рекомендации международных организаций, а также с целью совершенствования работы аппарата омбудсмена, согласно парижским принципам, в плане работы омбудсмена на 2023 год предусмотрена работа по усовершенствованию законодательства закона Туркменистана об омбудсмене, в том числе и о сроках рассмотрения жалоб. Еще здесь были заданы вопросы касательно других законов, которые рассматриваются, усовершенствуются национальным законодательством. Был задан вопрос о усовершенствовании в Уголовном кодексе, приведении его в соответствии с конвенцией понятия пыткой. Согласно внесенным изменениям, пыткой признается умышленное причинение должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, подстрекательство или с их ведома или молчаливого согласия причинение
какому-либо лицу сильной боли или физического или нравственного страдания в целях получения от него или от третьего лица сведений или признания наказания его за действие, совершенное им или третьим лицом, или в совершении которого оно подозревается, а также запугивание или принуждение его или третьего лица, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера. Эта норма закона является надежной правовой гарантией неприменения, предотвращения пыток в Туркменистане. Что касается вопросов повышения юридической грамотности или информированности населения, одним из основных направлений деятельности Меджлиса парламента Туркменистана является проведение работ по разъяснению национального законодательства, его норм касательных прав, обеспечивающих прав и свобод гражданина и человека, в том числе и международных договоров, участником которого является Туркменистан. В качестве примера могу привести, что за последний год по совместному плану работы Меджлиса с прокуратурой, Верховным судом и Министерством Адалат во всех этапах Туркменистана были проведены учебно-ознакомительные учебные семинары. Согласно проведенной этой работе, соответствующие специалисты хакимликов и общественных организаций и должностные лица местных органов самоуправления были ознакомлены новшеством законодательства по обеспечению гражданских и политических прав граждан. В этом вопросе было рассмотрено также право граждан на обращение, рассмотрение их жалоб органами государственной власти, в том числе и на местном уровне. Что касается вопроса по экстремизму, был задан и этот вопрос. В Меджлисе Туркменистана систематически ведется мониторинг законодательства, анализ, и с учетом международной практики последовательно усовершенствуются действующие нормы национального законодательства. В этом вопросе тоже и в дальнейшем Меджлисом будет проведена работа касательно этих замечаний. Но в данном направлении ведется и конкретные эти работы. Было отмечено, что был задан такой вопрос обеспечения прав лиц с ограниченными возможностями. По этому вопросу могу информировать вас о том, что были внесены некоторые изменения и дополнения в действующие законы и кодексы Туркменистана, обеспечивающие равноправие этих лиц, которые имеют ограниченную возможность. В национальное законодательство были внесены в 2021 году соответствующие изменения, и определение лицо с инвалидностью приведено в полное соответствие с конвенцией. И еще в налоговый кодекс были внесены несколько изменений и дополнений, представляющие льготы налогов и сборов с этих лиц. И еще согласно внесенным изменениям в законодательство, лицо ограниченной возможности, им предоставлены льготы при поступлении в среднеспециальные и высшие учебные заведения и обеспечение их доступа к правообучению. Кроме этого, учитывая рекомендации выборных органов международных организаций, как было уже отмечено в вступительном слове главы делегации, Уголовный кодекс Туркменистана был принят в новой редакции, и в этой редакции учтены рекомендации и установлены уголовные ответственности или действующие нормы Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за нарушение равноправия граждан, равноправия еще гендерного равенства, и внесены несколько дополнений в Уголовный кодекс, которые будут способствовать к дальнейшему усовершенствованию деятельности государства в обеспечении гендерного равноправия.
Хасатин, да, наверное, нет. Можно я некоторые по некоторым вопросам дополню? Над совершенствованием правового механизма охраны прав человека работаем и со всеми государственными органами, общественными организациями, а также аккредитованными в Туркменистане международными организациями, структурами ООН. И вот относительно доступности логистики офиса омбудсмена, это вопрос решаемый. Оно, может быть, возникло в связи с пандемией, а так доступность такой проблемы, по-моему, не существует. Кроме того, ведется комплексная работа в области повышения в области образования по правам человека. Это тоже совместно с структурами ООН. У нас в Институте государства права и демократии Туркменистана совместно с местными органами власти во всех регионах имеются ресурсные центры. В этих ресурсных центрах системно организовываются с международными организациями различные семинары, круглые столы, чтобы повысить осведомленность граждан по правам человека. Кроме того, в прошлом году специально введен учебные планы учебных заведений, которые готовят специалистов по правоведению, спецкурсы по правам человека. Это тоже совместно с структурами ООН. Так что над совершенствованием механизмов защиты прав человека ведется работа. Кроме того, уже коллега говорил насчет конкретизации определения экстремизма в законе, и в этом плане тоже работа ведется. Что касается адекватности правовых мер и недискриминации, в этом плане тоже ведется аналитическая работа и законодательства, и практики применения законодательства по реализации прав человека. Так что мы и дальше готовы совместно работать с организациями, с международными организациями и гражданским обществом. За отчетный период заметно активизировался это общественные организации по различным направлениям реализации прав человека. Это в наших дополнительных ответах отражены эти вопросы. Так, об остальном сейчас коллеги, наверное, дополнят. Спасибо. Да, спасибо, Упал Хаджиевич. Уважаемые члены комитета, хотел бы ответить на некоторые вопросы. В ходе нашего заседания были подняты относительно осведомленности и публикации докладов на сайтах страны. Повышение осведомленности населения является одним из приоритетов в правочеловеческом направлении внутренней политики. Национальным инструментом в этом вопросе служат информационные
ресурсные центры о правах человека во всех регионах страны, куда граждане страны имеют свободный доступ. Их база регулярно пополняется соответствующими и актуальными для Туркменистана публикациями и материалами, как со стороны государства, так и международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и ЕС. Проведение просветительских мероприятий – одна из главных задач всех государственных учреждений и общественных организаций. Правоохранительные органы, общественные организации и представители гражданского общества проводят просветительские семинары и просветительские кампании среди различных слоев населения, особенно среди молодежи с целью разъяснения их законных прав. Задача повышения информированности населения также четко прописана в национальном плане действий Туркменистана по правам человека на 2021-2025 годы и совместных рабочих планах с международными организациями по профильным направлениям, которые вовлечены в реализацию того или иного пункта национального плана действий Туркменистана по правам человека. Говоря о повышении осведомленности о процедурах подачи жалоб в соответствии с факультативным протоколом пакта, то такая работа проводится с УКПЧ ООН и ПРООН. В разные годы представители УКПЧ ООН провели серию семинаров для членов рабочей группы Межкомиссии Туркменистана для разъяснения положений, ознакомления с практикой реализации, замечаний наилучшими примерами специальных докладчиков и специальных процедур. Мы намерены продолжить такую работу с УКПЧ и ПРООН, так как это поможет готовить более субстантивные ответы на коммуникации и примножить потенциал наших специалистов. Соображения и заключительные рекомендации доступны на сайте УКПЧ ООН для граждан всех стран. При желании граждане могут опять же обратиться в ресурсные центры для ознакомления. Но для более широкого освещения мы готовы в дальнейшем публиковать замечания на сайте Меджлиса, Института государства права и демократии, омбудсмена, Министерства Адалат. Эти сайты ведутся на 3 языках: английский, русский и туркменский, что обеспечит весьма широкий охват населения для освещения документов договорных органов ООН. Сегодня был задан вопрос относительно доступа трансляции нашего заседания. Я могу заверить, что действительно этот сайт доступен для всех граждан Туркменистана, и они могут подключиться в режим онлайн и могут посмотреть наше сегодняшнее заседание. Относительно ковид, ограничительных мер, связанных с пандемией, после объявления со стороны Всемирной организации здравоохранения ситуации с COVID-19 пандемией Туркменистаном был принят ряд превентивных мер, которые в первую очередь были нацелены на выполнение краеугольных международных и конституционных прав человека, защиту здоровья и сохранности жизни населения, как граждан страны, так и иностранных граждан, находящихся в этот период на территории Туркменистана. Режим чрезвычайного положения на территории Туркменистана введено не было, а ограничение на основе анализа рекомендаций ВОЗ и в рамках законодательства санкционировалось Чрезвычайной противоэпидемиологической комиссией Туркменистана. Обо всех решениях данной комиссии, принимавшей коллегиальным путем, было доведено до сведения населения на правительственном уровне и через средства массовой информации. Обратная связь с населением и поддерживалась через специальную рабочую группу, состоящую из представителей всех министерств и ведомств, входящих в комиссию. Данная группа вела круглосуточное дежурство на базе Министерства здравоохранения и медицинской промышленности. Комиссией принимались решения о целесообразности усиления мер защиты или их ослабления на основе квалифицированного, основанного на фактах мониторинга ситуации в мире и регионе с четким соблюдением рекомендаций ВОЗ. Министерством здравоохранения и медицинской промышленности и другими службами вырабатывались и реализовывались профилактические меры. Естественно, это меры по вакцинации, ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, которые на тот момент были рекомендованы ВОЗ и носили повсеместный характер в мире. С первого дня введения ограничений в связи с пандемией коронавируса в Министерстве иностранных дел Туркменистана был создан консультативный центр, в котором ежедневно были приняты граждане по различным вопросам и оказаны им консультации. В
Всего за отчетный период консультативным центром были приняты около 28 тысяч обращений граждан Туркменистана, которым оказана консульская и юридическая помощь по вопросам их родных и близких, которые застряли за границей. Также центром отработано около 1000 письменных заявлений граждан Туркменистана. В целом, по данному вопросу можно суммировать, что законным и эффективным механизмом для надзора за мерами ограничений является ранее упомянутая комиссия, которая продолжает свою работу по сей день. Всего за время пандемии, с периода до сегодня, всего 24 887 граждан из 22 стран были вывезены 267 этапами через воздушные, сухопутные и морские пути. В период отмены международных авиарейсов из-за пандемии COVID-19 был организован выезд граждан за границы по разным причинам 123 этапами через воздушные, сухопутные и морские пути, с которыми 1100 граждан выехали за границу. По вопросам, связанным с гражданами, находящимися за рубежом, на базе министерства был учрежден, как я уже упомянул, консультативный центр, функционировавший на основе принципа горячей линии. И вот в соответствии с постановлением президента Туркменистана за срок действия паспортов тоже граждан Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан временно пребывающих или постоянно проживающих в иностранных государствах, истекшие или истекающие с 1 января 2020 года по 30 декабря 2024 года продлены до 31 декабря 2024 года. В этот период дипломатическим представительством Туркменистана в 28 странах проставлена отметка определения 50 тысячам паспортов граждан Туркменистана. Господа председатель, я хотел бы добавить кое-какую информацию относительно проведенной в стране работы и по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения. Уже в начале своего выступления глава делегации отметил относительно работы по борьбе с COVID-19, и представитель МИДа также отметил. Я здесь хотел бы с позиции нашего постпредства в Женеве хотел бы проинформировать вас о некоторых проделанной работы в период 2020-2022 годы с организацией здравоохранения здесь, в Женеве. Были организованы сразу визиты. Это в июле месяце 2020 года. Представители ВОЗ по приглашению правительства Туркменистана посетили страну для проверки готовности медицинских учреждений и страны на случай возникновения эпидемии коронавируса. Делегация посетила больницы, центры здравоохранения, лаборатории и 3 пограничных пропускных пункта, включая международный морской порт в городе Туркменбаши. На месте ознакомились с введенными мерами в стране, такие как индивидуальная защита, ношение масок, гигиена рук и физическое дистанцирование. Уже через несколько месяцев в Туркменистан посетил глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. В ноябре 2021 года
очередная делегация ВОЗ посетила Туркменистан. И проведена оценка потребностей страны, обсужден проект дорожной карты Туркменистан ВОЗ, обсудили вопросы организации регулярных встреч на высоком уровне. И помимо этого правительство Туркменистана совместно с ПРООН и Всемирным банком запустили в стране проект реагирования на COVID-19. На этот проект было выделено 20 миллионов долларов США. В рамках начатого проекта организовано мероприятие для усиления готовности и реагирования на пандемию. В частности, проект нацелен был на укрепление национального потенциала в области тестирования, лечения, повышение квалификации медицинских работников, закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования, а также устранение связанных с пандемией социальных рисков и рисков для здоровья. На правительственном уровне также были проведены переговоры и заключены межстрановые договора по поставкам вакцины против COVID-19. В период 2021-2022 года в страну поставлено около 15 миллионов доз 8 видов вакцин против COVID-19. Из них на средства государства приобретены более 7 миллионов доз и более еще 7 миллионов доз доставлено в страну на безвозмездной основе. И данные вакцины были предоставлены также и Российской Федерацией, и Китайской Народной Республикой, и Модерна, Pfizer различного производства. В течение 2022 года дополнительно доставлено в Туркменистан 7 миллионов доз 4 видов вакцины против ковида. Из них охват, был вопрос задан относительно охвата целевых групп. На данный период у нас имеется такая статистика, что охват целевой группы 18 лет и старше, первой дозы было покрыто 96%, второй дозы 95%, третьей дозы 94% и четвертой дозы 93%. Могу ли я продолжить или есть? Я хотел бы перейти на другой момент или да? Спасибо. Muchas gracias, Su Excelencia. Solo por un minuto. Большое спасибо, Ваше Превосходительство. Буквально минутку. У нас есть запрос от членов комитета. Они просят ответить на вопросы. Не на многие вопросы были получены ответы. Если ответов не будет, нам придется задать уточняющие вопросы. Поэтому для того, чтобы наиболее оптимально воспользоваться отведенным временем и оптимизировать процесс, мы просим вас учитывать предметно вопросы, которые были заданы. Потому что большая часть информации, которую вы представляете, уже есть в доступе, фигурирует в информации, в материалах, которые вы направили заблаговременно. Поэтому мы были бы исключительно признательны, если бы вы могли отвечать точно на вопросы, которые вызывают тревогу у членов комитета. Просто-напросто, чтобы мы не дублировали эти вопросы повторно. Спасибо. Спасибо, господин председатель. Так, вопрос относительно предпринятых мер правительством Туркменистана по борьбе с ковид был задан, поэтому мы дали более обширную информацию и предоставили некоторые цифры и статистику. Поэтому данный вопрос. И также
был задан вопрос относительно работы со специальными докладчиками здесь и по правам человека. Туркменистан не отказывает спецдокладчикам или представителям различных рабочих групп. И я хочу заверить вас, что их запросы внимательно рассматриваются с учетом удобных для обеих сторон время и обстоятельств. И Туркменистан не уклоняется своих обязательств, которые были приняты в рамках последнего цикла УПО. И хотелось бы сделать следующий комментарий в контексте сотрудничества Туркменистана с рабочей группой по насильственным или недобровольным исчезновениям РГНИ. В рамках сотрудничества Туркменистана с рабочей группой проведены ряд онлайн-мероприятий. Это два мероприятия 27 и 29 июля 2020 года с участием правоохранительных органов Туркменистана, Меджлиса парламента, омбудсмена, Института государства права и демократии Туркменистана. Целью мероприятия являлось ознакомление с мандатом и деятельностью рабочей группы. Состоялся интерактивный диалог между сторонами. И ранее в 2020 и 2021 годах изучался вопрос визита рабочей группы в Туркменистан, но в связи с пандемией COVID-19 в мире данный вопрос отложен до дальнейшего рассмотрения. Также в 2021 году были проведены ряд рабочих встреч с целью обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества. Данный диалог с рабочей группой будет продолжаться. Относительно приглашения других спецдокладчиков, мы готовы рассмотреть вопрос посещения спецдокладчиков Туркменистана. Да, мы получили письма, мы отправили в столицу, мы будем дополнительно связываться с этими спецдокладчиками, будем общаться на предмет возможного посещения ими страны. И, относительно спецдокладчика в области культурных прав, да, действительно, мы ведем диалог с ними, мы уже даже определили альтернативные даты, пока они обсуждаются. Мы уже даже в начале этого года выходили в контакт с секретариатом специального докладчика ООН в области культурных прав. Мы в этом направлении очень активно работаем и дальше будем сотрудничать с спецмандатариями ООН. Спасибо большое. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые участники, члены комитета, позвольте представить информацию по вопросам, которые представил господин Эль-Хаиб, по вопросам гендерного равенства. Хочу отметить, что во всех национальных программах социально-экономического развития Туркменистана вопросы гендерного равенства находят свое отражение. Так, программа президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы предусматривает структурные реформы в экономике, создание новых рабочих мест, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, расширение занятости в частном секторе и перевод неформально занятых в формальный сектор, что открывает новые возможности как для населения, включая женщин и девушек. Здесь хотелось бы отметить, что по вопросам представительства был задан вопрос.
Но это, наверное, будет повтор, но тем не менее мне нужно повторить и ответить на вопрос. Из 125 избранных депутатов парламента Туркменистана 24,8 составляют женщины. Председатель парламента, омбудсмен, один из заместителей кабинета министров Туркменистана, тоже женщины. Все заместители хекимов вилаятов по социальных вопросам, вилаятов, этрапов и городов, также представительницы женщины. Также активные женщины широко представлены в представительных и исполнительных органах государственной власти всех уровней и активно участвуют в общественно-политической жизни Туркменистана. Кроме того, директора научно-исследовательских институтов, ректора высших учебных заведений, руководители средств массовой информации. Здесь можно привести очень много примеров. В судебной системе Туркменистана из общего числа работающих сотрудников 44,6% составляют женщины. Из общего числа количества работников Министерства юстиции Туркменистана 67,3% также составляют женщины. В рядах органов внутренних дел Туркменистана численность женщин-служащих составляет более 1800 человек. Несколько слов я бы хотела сказать о процессе совершенствования законодательства Туркменистана. В марте 2019 года были внесены изменения в Трудовой кодекс Туркменистана, в соответствии с которыми были сняты ограничения по применению труда женщин на работах с вредными или опасными, особо вредными или особо опасными условиями труда. При этом трудовым законодательством предусмотрены гарантии отдельным категориям женщин при осуществлении ими трудовой деятельности в неблагоприятных производственных условиях, в том числе беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет и до 3 лет. В соответствии с законодательством Туркменистана все эти нормы выполняются, и также сегодня уже звучало несколько раз о тех изменениях, которые внесены в новую редакцию Уголовного кодекса Туркменистана. Хочу отметить, что статья 118 Уголовного кодекса дополнена частью 2, которая предусматривает ответственность за принуждение к искусственному прерыванию беременности, а также установлена уголовная ответственность за понуждение лица к половому сношению на месте работы. Эти изменения внесены на основе тех заключительных рекомендаций, которые мы получили от соответствующих комитетов договорных органов ООН. Немножечко остановлюсь и на том выборочном обследовании, которое проведено у нас в стране. Как было отмечено, это обследование по здоровью и положению женщин в семье в Туркменистане было проведено в 2020 году и, конечно, представляет собой первый национальный опыт в сборе данных и анализе вопросов домашнего насилия в отношении женщин на основе опроса женщин в возрасте от 18 до 59 лет. Важно отметить, что для проведения этого обследования решением Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права была создана специальная рабочая группа экспертов, куда вошли представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства внутренних дел, Государственного комитета по статистике, Министерства труда и социальной защиты населения, Института государства права и демократии и Союза женщин Туркменистана. Выборочное обследование ставило цель выявить и проанализировать основные параметры ситуации с насилием в отношении женщин в Туркменистане, а также разработать рекомендации для государственных органов и общественных организаций, которые работают в сфере реагирования на домашнее насилие и другие виды насилия в отношении женщин. Обследование использовало методологический подход и инструменты, которые были разработаны Всемирной организацией здравоохранения для международного исследования по насилию и здоровью женщин, для того, чтобы наши данные были сопоставимы на международном уровне. Вопросник и инструкция для интервьюеров были адаптированы к страновому контексту.
Опрашивались женщины с опытом семейной жизни, как я уже отметила, 18-59 лет. Интервью проводилось в формате индивидуального опроса с обеспечением конфиденциальности. Почему я об этом говорю? Потому что это все принципы именно проведения подобных обследований на международном уровне. В результате проведенного обследования была дана оценка распространенности домашнего насилия в отношении женщин у нас в стране и разработаны рекомендации. Согласно основным выводам, и совершенно правильно назвал господин Эль-Хаиб, 12% женщин в возрасте 18-59 лет, когда-либо состоявших в браке или в отношениях, испытали физическое или сексуальное насилие со стороны мужа или партнера по крайней мере один раз за свою жизнь. При этом распространенность физического насилия составила 11,4%, сексуального насилия 2,7%. Кроме того, во время обследования также было выявлено, что среди женщин в возрасте 18-59 лет, когда-либо состоявших в браке, отношениях, подвергшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны мужа или партнера, за последние 12 месяцев составил 5,4%. Результаты этого проведенного обследования были обобщены и был подготовлен аналитический обзор экспертами рабочей группы. Также они были представлены на заседании нашей межведомственной комиссии по обеспечению международных обязательств Туркменистана с участием представителей международных организаций, аккредитованных в Туркменистане в мае 2022 года. После этого презентация этого обследования и результаты анализов, выводы и рекомендации также были освещены на семинарах, которые прошли во всех регионах нашей страны с участием представителей государственных структур и общественных организаций. Кроме того, в августе 2022 года в Ашхабаде состоялась также презентация с участием международных организаций, представителей посольств, аккредитованных в Туркменистане, средств массовой информации, представителей государственных структур и общественных организаций по освещению результатов нашего обследования. Хочу также отметить, что в нашем новом плане по гендерному равенству на 2021-2025 годы предусмотрено стратегическое направление, это 4-е направление, противодействие гендерному насилию в отношении женщин и девочек. То есть это еще раз подчеркивает, что мы эту работу будем продолжать. И среди основных рекомендаций как раз-таки и была рекомендация, о которой вы спрашивали, это разработка дорожной карты действий по профилактике домашнего насилия в отношении женщин. Она включает 4 направления. Это прежде всего совершенствование законодательства на предмет разработки и принятия закона по профилактике домашнего насилия, выстраивание скоординированной системы услуг по поддержке по гендерной дискриминации, по защите женщин, меры по профилактике насилия в отношении женщин и всех форм гендерной дискриминации, а также сбор и анализ данных о частоте, распространенности и характеристиках гендерного насилия в семье и вне ее, так как целью устойчивого развития предусматривает 5-ю цель гендерное насилие, которая также рекомендует проводить подобные обследования периодически, то есть раз в 3-4 года. Важно отметить, что уже в этой дорожной карте и в нашем годовом рабочем плане совместно с агентством ЮНФПА в Туркменистане мы запланировали проведение мероприятий также в отношении гендерного насилия с мужчинами и юношами. На сегодняшний день эта дорожная карта разработана и уже она находится в реализации, в практической реализации. Кроме того, в рамках работы по проведению обследования рабочей группы при участии международных экспертов разработаны стандартные операционные процедуры для работников здравоохранения,
полиции и социальной защиты с алгоритмом необходимых действий для оказания качественных услуг женщинам на основе соблюдения прав человека, принципов этичности и конфиденциальности и интересов. Стандартные операционные процедуры были пилотированы для работников здравоохранения, полиции и социальных служб. В рамках разработки стандартных операционных процедур также было уделено большое внимание дальнейшему развитию системы межведомственного реагирования на гендерное насилие. Межведомственное реагирование существует, есть совместные приказы, протоколы между министерствами и ведомствами, но единого механизма, единого регламента системы перенаправления пока еще над этим мы продолжаем работать. Здесь еще хочется сказать, что в рамках проведенного обследования также параллельно осуществлялся проект, совместный проект, который осуществлялся Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана. Об этом сегодня глава нашей делегации в своем выступлении отмечал. Это по оказанию социальных услуг для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для уязвимых слоев населения, куда также входят и женщины, и лица с ограниченными возможностями. И в рамках этого проекта в Туркменистане был принят закон в декабре 2021 года о социальных услугах. Кроме того, были подготовлены 45 социальных работников, которые в настоящее время осуществляют свою деятельность. Также был вопрос, связанный с вопросами информированности женщин о возможности обращаться в соответствующие договорные органы, то есть в Комитет по ликвидации дискриминации женщин, так как Туркменистан является участником факультативного протокола Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. И действительно, и в нашем плане по гендерному равенству, и в нашем плане по правам человека в Туркменистане такие мероприятия запланированы. И уже вот наш директор института об этом говорил. На базе наших центров по правам человека мы совместно ОБСЕ, ЮНИСЕФ, а также Фондом ООН в области народного населения регулярно проводим мероприятия, на которых мы разъясняем как наше национальное законодательство, так и нормы тех международных договоров и документов, участником которых является Туркменистан. И это дает свои, конечно, положительные результаты. Кроме того, у нас также совместно с программой развития ООН в Туркменистане реализуется проект по оказанию содействия по имплементации национального плана действий в области прав человека. И в рамках этого плана мы проводим большую информационную работу совместно с другими организациями и также с ПРООН. Вот, пожалуй, вся та информация, которой бы я хотела поделиться. Если будут какие-то дополнительные вопросы, я готова ответить. Спасибо за внимание. Да, госпожа председатель, уважаемые члены комитета, я тоже вкратце отвечу на те вопросы, которые были ранее озвучены, обозначены членами комитета, которые входят в компетенцию органов внутренних дел. Относительно ранее запрашиваемых вами лиц Пейгамберди, Аллабердиев, Хурсана Исматуллаева, Сережа Бабаниязов и Дмитрий Медведев были досрочно освобождены в декабре 2022 года указом президента о помиловании. Относительно ограничения визита омбудсмена пенитенциарного учреждения, хотелось бы отметить, что Министерство внутренних дел Туркменистана не имеет таких прав ограничить действия уполномоченного по правам человека, так как согласно закону Туркменистана о уполномоченном по правам человека, омбудсмен имеет право на неограниченное посещение любых пенитенциарных учреждений, любых
следственных изоляторов и также специальных учреждений, которые находятся в ведении не только Министерства внутренних дел, но и в ведении государства, не предупреждая, не имея никаких ограничений. В силу того, что несколько лет ушло у нас на пандемию, да, были, соответственно, некоторые ограничения, которые может она, то есть, имею в виду, может быть, были обозначены в графике посещений в рабочем плане уполномоченного по правам человека, которые никоим образом не связаны с ограничениями, которые не входят в права Министерства внутренних дел Туркменистана. Относительно Умрузака Омаркулиева хотелось бы попросить и обратиться к членам рабочей группы, чтобы они перепроверили данную информацию, потому что Умрузак Омаркулиев на данный момент проживает по прописанному адресу вместе со своими родителями, и он не был привлечен к любой из ответственностей, включая как уголовную, так и административную. Относительно обеспечения специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел по правам человека, хотелось бы отметить, что в рамках учебных планов по первоначальной подготовке, переподготовке, переквалификации сотрудников органов внутренних дел периодически проводятся плановые учебные занятия как по специальной подготовке, так и по боевой подготовке согласно разрабатываемому учебному плану со стороны Министерства внутренних дел Туркменистана. Относительно Касымберды Гараева также хотелось бы отметить, он также не привлекался ни к какой из ответственностей в нашей стороне, и он также на данный момент находится у себя дома и проживает по адресу своей прописки. Тоже бы хотели попросить вас проверить информацию относительно Гараева. Относительно запрета на управление автотранспорта женщинами, хотелось бы отметить, что согласно поступившей информации со стороны сотрудников дорожной полиции, которые несут свою службу на дорогах, касательно увеличения на дорогах страны числа женщин-водителей, не имеющих водительского удостоверения, МВД Туркменистана должна была предпринять меры по проверке имеющихся фактов. Соответственно, в течение определенного времени сотрудники дорожной полиции останавливали и тщательно проверяли женщин-водителей на факт наличия водительских удостоверений, а также других соответствующих принадлежностей, которые должны иметься у всех водителей. Техпаспорт, скажем, аптечка, запаска и тому подобное, несмотря на их пол. В результате проверок женщин-водителей, имеющих соответствующие документы, соответственно, отпускали. То есть это были временные меры, которые были предприняты со стороны Министерства внутренних дел Туркменистана. На данный момент вы также могли бы проверить информацию относительно наличия женщин-водителей на улицах Туркменистана. Да, далее хотелось бы остановиться на вопросе госпожи Мурадовой, которая скончалась в местах лишения свободы. Она совершила суицид путем самоповешения, по факту которой Генеральной прокуратурой была проведена специальная проверка. И в 2006 году было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков преступления, то есть насильственных деяний по отношению к госпоже Мурадовой. Тело ее было передано родственникам, а сотрудники пенитенциарного учреждения, допустившие данное происшествие, соответственно, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Да, относительно Гульгельди Анна-Ниязова хотелось бы отметить, что он на данный момент находится в исполнении дополнительного срока наказания в городе Гарабогас Балканского вилаята. Через год он будет освобожден. И преступление, которое он совершил, считается тяжким преступлением согласно законодательству Туркменистана. Это незаконное пересечение государственной границы,
похищения или повреждения документов, штампов, печатей или бланков. Омар Кулиев озвучили, И здесь Худайбердыев. Да, относительно Изиза Худайбердыева хотелось бы отметить, что он умер в 2019 году в учреждении МРЕ-15 Управления полиции Марийского вилаята, куда был переведен по состоянию здоровья для получения необходимого лечения. Причиной смерти стали канцер печени 4 степени, клиническая группа, канцерное отравление тела, острая недостаточность печени, легочно-сердечная недостаточность. То есть при поступлении в места лишения свободы он уже был болен. Да, соответственно, скончался в местах лишения свободы. Но, несмотря на это, ему оказывалась необходимая медицинская помощь, доказательством чему является его перевод в специальное учреждение для больных. Спасибо. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комитета, спасибо за предоставленное слово. С целью противодействия и искоренения коррупции Туркменистан в 2005 году ратифицировал Конвенцию ООН против коррупции, в соответствии с которым в 2004 году был принят закон Туркменистана о противодействии коррупции, который не только определяет основные принципы противодействия коррупции, устанавливает правовые основы организации деятельности борьбы с ней, ее предупреждения, устранения причин и условий их ликвидации. Также закреплено, что борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и их должностные лица. Генеральная прокуратура Туркменистана определена координатором деятельности по противодействию коррупции. Впоследствии в августе 2017 и в июле 2022 года с целью совершенствования данного закона, приведения рекомендациям ФАНФ, в данный закон были внесены соответствующие изменения и дополнения. В марте был принят закон Туркменистана о государственной службе, согласно которой данный закон запрещает государственным служащим заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Использовать в неслужебных целях государственное имущество и служебную информацию. И другие критерии. Некоторые нормы, которые нашли свое отражение в законе Туркменистана о прокуратуре, о судах и утвержден в 2019 году в Кодексе судейской этики. Постановлением президента Туркменистана в 2018 году создана служба финансового надзора при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Деятельность службы состоит в мониторинге и выявлении фактов легализации доходов от преступной деятельности, финансирования терроризма или преследования за предикатные преступления, проведение государственной политики в контексте борьбы с легализацией доходов от преступлений и финансирования терроризма. В 2019 году постановлением президента Туркменистана была утверждена национальная программа противодействия коррупции и план по ее реализации на 2020-2024 годы, где указаны основные цели национальной программы, так как противодействие коррупции выступает в полное искоренение коррупции во всех сферах жизни общества и устранение причин и условий, приводящих к коррупции, посредством обеспечения активного участия всех государственных органов и гражданского общества, каждого гражданина в борьбе с коррупцией и координировании их деятельности. Также данным постановлением создана координирующая межведомственная комиссия по контролю за выполнением мер, вытекающих из программы, состоящая из представителей правоохранительных и государственных органов. В 2020 году вышло постановление президента об учреждении положения о координирующей межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Туркменистане. Ее результатом стало то, что человеческий фактор в национальной системе был немного уменьшен введением единого портала государственных
услуг Туркменистана, внесение изменений и дополнений в закон Туркменистана о предприятиях, обеспечение товарами, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд и в порядок государственной регистрации юридических лиц и введение их реестра. Туркменистан также является наблюдателем межведомственной сети по возвращению активов Западной и Центральной Азии. Хотел бы отметить, что Туркменистан является членом и участвует в региональных и международных инициативах по борьбе с коррупцией, таких как Евразийская группа по противодействию отмыванию преступных денег и финансированию терроризма, ЕАГ, взаимодействие группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ. Туркменистан уже прошел первый этап национальной оценки риска, проведенный на основе 40 рекомендаций мер борьбы с коррупцией и финансированием терроризма ФАТФ по методологии Всемирного банка, по результатам которой вышло в прозрачную зону. В этом году будет проведена защита по второму раунду национальной оценки риска, в рамках которой, как в первом, так и во втором раунде, Туркменистан передал все данные о видах преступления касательно коррупции, количество уголовных дел, лиц, привлеченных к уголовной ответственности, изъятых движимое и недвижимое имущество, которое находится в закрытой части отчета. По итогам каждого года обо всех возбужденных уголовных делах и привлеченных к уголовной ответственности лиц, в том числе должностных лиц, во всех министерствах и ведомствах для профилактики сотрудниками Генеральной прокуратуры проводятся соответствующие мероприятия, где охватывает каждый факт преступления. Проводится разъяснительная работа. Также в рамках разъяснения законодательства, касающегося коррупции, совместно с правоохранительными и судебными органами Туркменистана с привлечением представителей общественных объединений и организаций активно ведется работа среди населения по предупреждению и профилактике коррупции. Нужно также отметить, в рамках этого, в рамках профилактики за отчетный период судам было проведено 770 выездных заседаний и вынесено 1546 определений и постановлений с целью устранения причин и предупреждения возможных новых правонарушений. Результатом данной работы стало то, что за 2020 год количество рассмотренных дел, по которым приняты обвинительные приговоры, и количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по сравнению с 2018 годом, сократилось почти в 2 раза. В части упомянутой госпожой Элен Тигрузы преследование под предлогом коррупции господина Башеку, данной информацией я не владею, она будет предоставлена дополнительно. Кроме этого, я бы еще хотел остановиться на вопросе по пункту 11 «Право на жизнь». Согласно статье 32 Конституции Туркменистана, каждый человек имеет право на жизнь и свободу ее осуществления. Никто не может быть лишен права на жизнь. Право каждого человека на свободную жизнь охраняется государством на основании закона. Смертная казнь в Туркменистане отменена. В упомянутом членом комитета закона Туркменистана об органах внутренних дел Туркменистана от 2011 года, кроме предоставления права применения физической силы, специальных средств огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, закон также предусматривает конкретные цели и случаи законного основания для применения и использования в качестве крайней меры права применения огнестрельного оружия сотрудников органов внутренних дел. Этим же законом запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц с явными признаками инвалидности, за исключением случаев вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления, либо совершения группового нападения, угрожающего жизни людей. Применение физической силы, оружия, специальных средств, боевой и специальной техники с нарушением требований вышеуказанного закона влечет ответственность, установленную законодательством Туркменистана, в том числе и уголовную. При этом по каждому случаю, связанному с незаконным применением физической силы, специальной техники или огнестрельного оружия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в результате которых были причинены вред здоровью или эти действия привели к гибели человека, проверка проводится непосредственно следователями органов прокуратуры Туркменистана в соответствии со статьей 214-215 Уголовного процессуального кодекса Туркменистана, по результатам которых решается вопрос о возбуждении или отказе возбуждения уголовного дела.
В случае возбуждения уголовного дела дальнейшее предварительное расследование. Также производство следователями органов прокуратуры. То есть исключается конфликт интересов. Спасибо большое за внимание. Muchas gracias, Su Excelencia, por todo el esfuerzo. Я благодарю делегацию за ваши ответы на вопросы. Мы зададим сейчас дополнительные вопросы. Первый оратор, госпожа Кран, пожалуйста. Спасибо. Я благодарю делегацию за ваши ответы. До сих пор мы затрагивали ряд вопросов, на которые мы получили частичные ответы, но некоторые остаются без ответа, по другим у нас только очень общая информация, в то время как вопросы были конкретные. Примеры, где мы получили информацию, это касается законодательных рамок, но наш комитет заинтересован в том, как законодательные рамки применяются на практике и какой жизненный опыт у правообладателей в Туркменистане, что происходит на местах, на практике. Мы хотели бы, чтобы эта информация была представлена также. Я хочу привести несколько примеров. И я прошу прощения, если я что-то пропустила, но, по-моему, вы не ответили на вопрос о планах по осуществлению права на индивидуальные сообщения. Вы говорили о том, что вы приняли ряд законов после 2021 года для того, чтобы выполнять международные стандарты в области прав человека, несколько десятков законов, но, может быть, вы могли бы нам рассказать, может быть, какие-то законы были приняты после того, как вы ответили на список вопросов, что это за законы и как они включают международное право прав человека во внутреннее законодательство. Я также пропустила информацию о делах, когда были ссылки на международные стандарты прав человека после прошлого обзора в 2017 году. Я с удовлетворением отмечаю вашу информацию о том, что вы планируете продолжать сотрудничество с обладателями мандатов специальных процедур СПЧ. Но факты остаются фактами. 15 просили посетить вашу страну, никто пока не смог приехать. Поэтому я хотел бы вас подумать о следующем. Может быть, вы поступите так, как делали другие государства. Может быть, вы открыто пригласите всех обладателей мандатов и разработаете конкретные планы для того, чтобы ряд спецдокладчиков посетили вашу страну по пыткам, по внесудебным и произвольным казням. Я думаю, что это было бы очень важно, учитывая те сообщения, которые мы получаем. Спасибо за ответы по поводу управления омбудсмена. Я не слышала о практических препятствиях для доступа. Вы говорили, что омбудсмен имеет доступ ко всем местам лишения свободы. Но это одна женщина. А как ее сотрудники, могут ли они посещать тюрьмы и сообщать об условиях там? Нужны более нюансированные ответы в отношении роли омбудсмена, чтобы мы имели более полное понимание. Я не слышала объяснения, почему жалобы, которые направлены в письменном виде от жертв, остаются без ответов, почему не ведутся дискуссии с омбудсменом. Я задавал много вопросов, не буду их снова повторять.
по-моему, я не слышала прямых ответов и по поводу приговоров за исламский экстремизм, люди, которые критиковали правительство, которые просто осуществляли свою свободу слова. И я задавала ряд вопросов, хотела бы получить на них ответы, в частности, по числу заключенных, по длительности тюремных заключений, общее число задержанных с 2017 года, по каким законам это было сделано, как вы планируете продолжать рассматривать эти вопросы, которые, как представляется, не соответствуют положениям пакта. Спасибо вам за ответы. Я надеюсь, что диалог наш продолжится, и вы сможете ответить на те вопросы, на которые пока вы не дали ответа. Спасибо. Благодарю вас, госпожа Кран. Госпожа Тигруджа, спасибо. Я благодарю за первые ответы. Среди моих вопросов был общий вопрос о дискриминации, о законодательных рамках. Я не услышала ответа. Может быть, конечно, я что-то не расслышала, но я не слышала также ответов по поводу плохого обращения, гомофобские, трансфобские действия. Я понимаю, что у вас есть добрая воля принять экспертов. Я предлагаю вам пригласить эксперта по равенству полов. Вопрос о коррупции. Как говорила госпожа Кран, суть диалога не столько напоминать о законодательных рамках. Мы прочитали ваш доклад, который объясняет это. Вопрос был более точный. И хотела бы напомнить три важных вопроса. Первый. Согласно нашей информации, коррупция используется как средство борьбы с оппозиционерами правительства, оппозиционерами исполнительной власти. Хотела бы узнать мнение делегации по этому вопросу. Второй вопрос. Вы говорили о Межстуденческой координационной комиссии по борьбе с коррупцией. Не могли бы вы поподробнее на этом остановиться, в частности, о гарантии транспарентности, независимости и беспристрастности этой комиссии? И, наконец, вы говорили о изменении правил предпринимательства, и я хотела бы задать конкретный вопрос. Как эти правила были изменены для того, чтобы государственный рынок с очень большими суммами не предоставлялся бы близким, родным и близким президента, другим лицам, находящимся у власти? Не могли бы вы уточнить, какие есть гарантии для того, чтобы избежать коррупции? Спасибо. Благодарю вас, госпожа Тигруджа. Господин Аль-Хайба, пожалуйста. Спасибо. Я благодарю делегацию за ответы на вопросы. На наш взгляд, они были неудовлетворительны. Я, в частности, говорил о плане действий в области прав человека. Мы хотели бы узнать, кто участвует в этом процессе. Мы узнали, что
зарегистрированные НПО, не являются независимыми. Есть целая группа спортивных, благотворительных НПО, но организации, неправительственные организации, которые защищают права человека, практически отсутствуют в государстве. И этот план должен опираться на рекомендации Венской конференции 1993 года, которая предусматривает целостный, всеобъемлющий подход. Программы и проекты, которые вы осуществляли вместе с ЮНФПА в отношении предотвращения насилия, в отношении женщин, какое воздействие этих мер, этих программ, сократилось ли это явление, или оно по-прежнему сохраняется? Спасибо. Благодарю вас. И последний вопрос, господин Игезу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за ответы. У меня тоже такое чувство, что многие вопросы не получили прямых, конкретных ответов. Например, в отношении госпожи Муратовой было принято решение комитетом, и один простой вопрос: была ли создана независимая комиссия, было ли установлено как факт, что госпожа Муратова совершила самоубийство. Мне кажется, это не было основано на достоверных признаках. Мне кажется, что полученный ответ недостаточный. Мы делали ряд рекомендаций, исходя из мнений, высказанных в комитете. Не могли бы вы рассказать об установке видеонаблюдения в тюрьмах? Как мне показалось, мы не услышали конкретного ответа на этот вопрос. Что касается определения пыток, из пересмотренной версии Уголовного кодекса было ли снято упоминание необходимости? Хочу повторить вопрос в отношении доступа омбудсмена в места лишения свободы. И последнее. Это касается закон 2001 года. Соответствует ли это международным стандартам? Я ознакомился с этим подробно, и мне кажется, что все было оставлено на усмотрение правоохранительных органов. Вот на этот вопрос я хотел бы еще получить ответ. Я вижу, что время не на нашей стороне. Спасибо. Спасибо, господин Егесу. Я благодарю делегацию за ответы, благодарю коллег в комитете за последующие вопросы.
Завтра утром мы начнем с ответов делегации на вопросы. Хочу поблагодарить конференционное обслуживание переводчиков за их работу. Благодарю, конечно же, секретариат. Приятного вам отдыха вечером. Увидимся завтра.